В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек Шара. Здравствуйте. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба подписал распоряжение о проведении мероприятий по предотвращению распространения пальмового долгоносика и пальмового мотылька. В целях экологической безопасности и сохранения декоративных культур на территории Республики Абхазия Государственному таможенному комитету предписано не допускать перемещения через таможенную границу Республики Абхазия пальм всех видов. Управлению Государственной автомобильной инспекции, Министерства внутренних дел Республики и Государственной инспекции по карантину растений пресекать факты перемещения пальм всех видов по автомобильной дороге республиканского назначения Псоу-Ингур. Администрациям районов и города Сухум запрещено допускать использование срезанных листьев пальм для покрытия летних кафе-бунгало. На площадке ТПП состоялось заседание Президиума Ассоциации молодых предпринимателей. Обсуждались направления плана работы на 2019 год. Наградили и победителей российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2018», проходившей в Москве с 10 по 13 октября. Репортаж Ренаты Шакая. Торгово-промышленная палата Республики Абхазия всесторонне поддерживает молодежное предпринимательство. 29 июня текущего года при ТПП была создана некоммерческая организация «Ассоциация молодых предпринимателей Абхазии». И вот уже сегодня представители новой некоммерческой организации решают поставленные задачи. Согласно постановлению стратегии на 2019 год, Ассоциация молодых предпринимателей будет вырабатывать согласованные позиции по обсуждаемым вопросам, координировать деятельность молодых предпринимателей, а также молодежи, имеющей желание стать предпринимателями. Чтобы достичь этих результатов, новая структура будет стараться создавать благоприятные условия для развития деятельности абхазских предпринимателей. Хотелось бы предложить на рассмотрение организацию форума ярмарки, где каждый из вас покажет то, чем занимается, в какой сфере трудится. Я думаю, что это первый шаг и очень хорошая презентация. Понадобится время, подготовка, объединение, чтобы организовать все как нужно. Необходимо найти подходящее помещение, выбрать месяц, дату. Также есть другой вариант – организация конференции, где каждый из вас может коротко заявить о себе, о своих целях, задачах, планах на будущий год. Главной своей задачей Ассоциация молодых предпринимателей считает привлечение в бизнес молодежи, являющейся наиболее активным слоем общества и имеющего огромный потенциал для построения экономически сильной и конкурентоспособной Абхазии. На сегодняшний день в Ассоциацию молодых предпринимателей входят 40 молодых бизнесменов. На заседании заместителем Ассоциации молодых предпринимателей была избрана Эсма Арджени и сформирован состав президиума, в который вошли 9 человек. Сотрудничество и взаимопомощь всех предпринимателей, так как мы все как единое целое должны приниматься. И поэтому, конечно, спасибо большое за такую возможность участия в ассоциации. И надеюсь, что в дальнейшем у нас все получится. Председатель Ассоциации молодых предпринимателей Камила Квициния вручила дипломы ряду предпринимателей, участвовавших в российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2018». Рената Шакая, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В преддверии 40-летия со дня создания абхазского телевидения в АГТРК состоялась встреча журналистов, стоявших у истоков становления национального телевидения, со студентами АГУ, учащимися отделения журналистики. Организатором мероприятия выступила журналист Екатерина Беби. В рамках встречи журналисты Владимир Хашбе, Вячеслав Сакани, Руслан Хашик, Зураб Аргун, Владимир Зантария и Алина Ачба рассказали студентам о событиях, которые предшествовали созданию национального телевидения, о тяжелом труде журналистов во время событий 1989 года и в период Отечественной войны народа Абхазии. Студенты и журналисты старшего поколения отмечали значимость подобных встреч. Только для студентов, для меня очень интересно вот такого формата встречи, потому что истории, с которыми мы сейчас делимся, они являются более значимы для каждого из нас, для журналистов. У студентов есть возможность прочитать учебник по истории абхазской телерадиожурналистики. У студентов есть возможность послушать лекции по данной теме, но послушать очевидцев, послушать журналистов старшего поколения, непосредственно принимавшие участие в создании абхазского телевидения, абхазского радио, принимавшие участие в особых
такие интересные, ответственные, исторический период времени накануне Отечественной войны, во время Отечественной войны народы Абхазии, послевоенное время. Естественно, это очень интересно для них, очень познавательно. Для нас эта встреча очень важна была. Мы узнали для себя очень много нового, открыли для себя новые грани своей профессии. И мне кажется, такого рода встречи должны проходить почаще, чтобы молодые журналисты могли знать очень многое в своей профессии. Во вторник, 6 ноября, в день рождения абхазского телевидения, в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба состоится праздничный концерт. Начало в 18 часов. Вход свободный. Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба принимает участие в 9-м международном театральном фестивале национальной драматургии имени Карима Тинчурина, который проходит в Казани. В этом году фестиваль посвящен двум событиям: 131-летию со дня рождения актера и режиссера Карима Тинчурина и 85-летию со дня основания Татарского государственного театра драмы и комедии. Коллектив Татарского театра встретил своих абхазских коллег традиционной татарской сладостью чак-чак, песнями и танцами. Абхазский государственный драматический театр в рамках фестиваля 3 ноября покажет гостям и участникам фестиваля спектакль по произведению Фазиля Искандера «Кролики и удавы» в постановке режиссера Мадины Аргун. На площади перед Абхазским драмтеатром прошел фестиваль дружбы народов. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства России. Его организаторами является представительство Россотрудничества в Абхазии. Фестиваль дружбы народов включал в себя ярмарку «Арт-маркет» и праздничный концерт, в котором приняли участие артисты и коллективы из Абхазии и России. В программе творческие выступления, интерактивные игры и конкурсы на национальную тематику. Наала Ковы пообщалась с участниками фестиваля. На ярмарке состоялась презентация национальных блюд народных промыслов. Был представлен мастер-класс по выпечке блинов, конкурс детских рисунков на тему дружбы народов и многое другое. Мы тоже не остались в стороне и приняли активное участие в выпечке армянских блинов под названием йока. Учите руками, потом вы поднимаете его, вот, чтобы стекала вода обязательно, чтобы она стекала. Пока сковорода раскаленная, мы кладем. В рамках арт-маркета представлены работы мастеров из Абхазии и России. Также в фестивале принимают участие представители различных диаспор нашей страны и репатрианты из Турции и Сирии. Выставить свои работы на ярмарке мог любой желающий. В этом году участие в ней бесплатное. Примечательно, что в фестивале принимали участие много молодых творческих людей. Я являюсь детским иллюстратором и создаю картины для детских комнат. И все, что я делаю для детей. И, соответственно, детям очень нравятся такие тематики и картинки. И поэтому мне нравится создавать настроение в детских комнатах и радовать родителей и малышей. По словам председателя Союза российских соотечественников в Абхазии Анны Калягиной, в этом году фестиваль проходит в новом формате. Так как у нас каникулы детские, мы, конечно, больше всего интересного для детей. Вот сейчас дневное время, сейчас сказка идет, потом будет концерт. Детки приехали выступать из Ачимчиры, Гала, Кварчала, Гулерипского района, из города Сухум. У нас очень интересный будет концерт, но также и взрослые тоже будут выступать. Второй частью фестиваля стал концерт, в котором приняли участие артисты и коллективы из Абхазии и России. В программе мероприятия творческие выступления, интерактивные игры и конкурсы по национальным тематикам. Программа концерта была разнообразная. Актеры из Сочи показали сказку, детские коллективы пели и танцевали. Фестиваль дружбы народов Абхазии 2018 посвящен консолидации многочисленных народностей, проживающих в Абхазии. Это и русские, и армяне, и греки, и представители других национальностей. Главная цель мероприятия – это, конечно же, показать многонациональную культуру Республики Абхазия. Фестиваль дружбы народов проводится представительством Россотрудничества в Республике Абхазия совместно с Союзом российских соотечественников, общественной организацией РАРА и национальными диаспорами и общинами в рамках комплексного мероприятия «Россия-Абхазия. Диалог культур». На Алакове Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.
С 6 по 23 ноября в рамках школы молодого лидера при представительстве Россотрудничества в Республике Абхазия Южный федеральный университет проведет дополнительную образовательную программу, которая включает в себя 3 блока – психолого-педагогический, коммуникационный и философско-политологический. Школа молодого лидера – это коммуникационная, образовательно-просветительская, интеграционная и досуговая площадка для молодежи Республики Абхазия. Целями проекта являются расширение связей между молодежью России и Абхазии, развитие молодежного сотрудничества. Более подробная информация размещена на сайте Россотрудничества в Абхазии. За октябрь на контрольно-пропускном пункте Рицинского реликтового национального парка было реализовано 14 262 взрослых и 708 детских билетов на общую сумму 5 632 500 рублей, что на 15% больше показателя за аналогичный период прошлого года. За 10 месяцев текущего года на КПП Рицинского парка было реализовано 386 204 билета на общую сумму 128 599 450 рублей. Об этом сообщает сайт РРНП. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 8-13, днем плюс 18-23 градуса. Температура морской воды плюс 20 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.